Второй день чемпионата по скайранингу выдался еще более насыщенным, чем первый. 28 спортсменов пытались пройти этот нелегкий маршрут протяженностью 20 километров как можно быстрее. Финиш был там же, где и начинается забег. Ну а разворачивались спортсмены обратно, только добежав до храма Мять-Сели. На первый взгляд задача практически невыполнимая – бежать в гору несколько километров. Но для этих ребят нет ничего невозможного. Легкоатлеты, альпинисты, да и просто люди, ведущие здоровый образ жизни. Здесь нашлось место для каждого. С внушительным отрывом от соперников первое место в забеге взял победитель вчерашнего вертикального километра. Довольно-таки было непросто, хотя вроде бы далеко не все сильнейшие были из скайранинга России здесь. И все же в гору удалось оторваться от преследователей, от Виталия Шкеля, от Владимира Радыгина. И отрыв был большой, и со спуска где-то сыро было, там снег наверху. В целом не холодно было, но грязновато. И со спуска где-то я пытался осторожничать, чтобы не упасть, не травмироваться. Потому что были такие места, где можно было в динамике, если на быстрой скорости, стопу подвернуть или еще что-то. Пока судьи обсуждают результат победителя, приближается к финишу и обладатель второго места. За ним с незначительным отрывом идут спортсмены, которые будут стоять на ступеньках пониже, на пьедестале почета. Для Дмитрия Голикова эти соревнования стали отличной возможностью проверить свои физические кондиции. Есть куда расти. 4-е место для него далеко не предел. Гонка достаточно интересная, но мы трассу готовили 2 дня, устали, и вчера устали. Вот 4-й. Я занимаюсь скайранингом с 2016 года. А помимо него, даже до него, горным туризмом занимался немного, но так я не спортсмен. Сейчас уже, сейчас спортсмен, до этого не был. В забеге участвуют и девушки. Первая из представительниц прекрасного пола, которая спустилась вниз, Елена Рухляда. Бывший член сборной России по легкой атлетике, обладательница множества наград в этом виде спорта. Сегодня она показала очень достойный результат. Так как женского зачета на этом старте нет, поэтому просто я хотела быстро пробежать вверх, как тренировку сделать. Мне это удалось, а вниз мне уже было все равно, и соревноваться не с кем было, мужчинам я не соперница, поэтому просто бежала и, видами наслаждалась. В забегах участвовали и местные ребята. Учитывая то, что они о соревнованиях узнали накануне старта, результат показали просто превосходный, считает главный судья чемпионата. Очень радостно, что где-то около 8 человек, это из Ингушетии ребята, и причем неплохие времена показали. В 6-ку вошел один из них, и в 12 заняли еще 2. После того, как все спортсмены спустились вниз и подкрепились, настало время для награждения. Победителем 20-километровой гонки стал Погнуев Алексей Владимирович, Екатеринбург. Он награждается золотой медалью, большим кубком и денежным призом. Завершилось все традиционным общим фото. Чемпионат по скайранингу в Ингушетии будет проходить ежегодно. И, несомненно, интерес населения к этому виду спорта и поток туристов будет с каждым разом только увеличиваться. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.